Таджики ликуют от радости. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие возможности открылись для наших соотечественников. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Госдума России приняла закон о создании с января 2023 года социального фонда. В его рамках планируется установить единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование для всех, включая и для иностранных граждан. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы. Поправки в закон были поддержаны 29 июня на пленарном заседании Госдумы. Как отметил председатель Думы Вячеслав Володин, с введением единого тарифа те, кто работает по договорам гражданско-правового характера, смогут оформлять больничные и получать выплаты по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет. Сейчас таким правом обладают только работники с трудовыми договорами. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу профильного комитета Госдумы по соцполитике Ярослава Нилова, закон коснется и трудовых мигрантов. Он отметил, что иностранные рабочие в России смогут бесплатно пользоваться медицинскими услугами в рамках ОМС, как и все россияне. Но лечить мигрантов на общих основаниях начнут только спустя 3 года после того, как их работодатели уплатят страховой взнос, а до этого момента работающим иностранцам будет доступна только экстренная медпомощь. Сейчас мигранты при трудоустройстве в Российской Федерации показывают работодателю полис дополнительного медицинского страхования, либо работодатель сам заключает коммерческий контракт на предоставление медуслуг работникам. При таком раскладе деньги получают частники, а теперь будет зарабатывать и бюджет, отмечал Нилов. Но таким образом мигранты из Таджикистана, которые длительное время работают на одной работе в России и честно выполняют свой труд, смогут иметь страхование и не будут особо отличаться в правах с россиянами. Как вы к этому относитесь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А Главное управление архитектуры и градостроительства Душанбе разработало и утвердило порядок подготовки и представления предпроектной документации на выполнение строительных работ. Порядок разработан на основании соответствующего решения мэра Душанбе, подписанного 16 июня этого года. Новый порядок предусматривает в первую очередь наличие справки, которой застройщик должен подтвердить отсутствие у него задолженности по налогам и другим обязательным платежам. Также потенциальный подрядчик должен предоставить предварительные технико-экономические показатели эскизного проекта. Кроме того, застройщик обязан документально подтвердить наличие банковского счета, на котором хранится не менее 20% от общей стоимости строящегося здания. Также он должен предъявить банковское гарантийное письмо в размере не менее 5% от стоимости объекта строительства. Более того, требуется открытие отдельного расчетного счета в успешных банках для сбора средств акционеров. Возможно, под успешными банками подразумеваются системообразующие банки, которые определяются ежегодно Национальным банком. Компаниям, которые впервые будут заниматься строительными работами, разрешается возводить только одно здание, один блок. К строительству комплекса зданий допускаются только опытные компании с современной материально-технической базой. Их годовой оборот должен быть не менее 50 миллионов самани. Также новым порядком определены условия признания строительной компании проблемной. Начало строительных работ без обязательных выплат, грубое нарушение строительных норм, произвольное строительство дополнительных помещений непроектного этажа, необоснованная задержка ввода в эксплуатацию объектов строительства более чем на 6 месяцев. Новые требования не будут распространяться на строительство объектов, возводимых за счет госбюджета и частных домов. Глав управления архитектуры и градостроительства объясняют необходимость дополнительных мер обеспечения прозрачности при отборе достойного подрядчика, защиты законных прав и интересов акционеров и собственников, а также устранением случаев искусственного затягивания сроков окончания строительства. Как вы относитесь к такой ситуации? Ведь, по сути, возможно, теперь будет меньше проблем и скандалов, когда подрядчик не сдает в эксплуатацию дом, и многие таджики остаются без жилья. А вы как думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!